Все началось в 1924 году во французском курорте Шамани, где планировался обычный чемпионат перед летними Олимпийскими играми. Но год спустя Олимпийским комитетом было принято решение объявить уже состоявшиеся игры первыми зимними играми. И неожиданно для себя финский спортсмен Клас Тунберг становится первым олимпийским чемпионом по зимним видам спорта. С тех пор прошло 90 лет, и 22-е зимние Олимпийские игры проводятся в России. Зимние, жаркие, твои. Под этим слоганом сейчас живет вся планета. Самые яркие и масштабные зимние Олимпийские игры без сомнения не оставили равнодушным ни одного человека, в том числе и студентов БГПУ. Многие наши спортсмены и студенты также принимают участие в этом историческом событии для нашей страны в должности волонтеров, артистов и переводчиков. К примеру, ансамбль народного танца «Кружева» выступал в Сочи для спортсменов всего мира. Но даже те, кто не смог лично поехать на Олимпиаду, внесли свой вклад в сочинские игры. За день до начала основных игр 6 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе БГПУ выявляли лучшего знатока олимпизма среди учащихся школ и первокурсников БГПУ. Интеллектуальный форум философии спорта проводился в этом году впервые. Даже по названию мероприятия можно предположить, что одним спортом тут не обошлось. Совместный проект факультета физической культуры и кафедры философии, социологии и политологии предполагал философствование участников на тему спорта. Впервые в этом году мы решили совместить два интересных события. У нас запущен проект теоретический и практический в честь 22-х зимних Олимпийских игр. И вот сегодня первый этап – это теоретических. Мы пригласили школьников на наше интересное событие узнать, как школьник или студент первого курса знает историю олимпизма. Совместно с кафедрой философии мы решили такой форум провести под названием «Философия спорта». И вот решили мы сегодня собрать школьников и посмотреть, как же они знают историю олимпийского движения, как они знают историю нашего олимпийского движения, нашей страны, Советского Союза, России, СНГ, такое интересное государство было. Стереотип, что спортсмены неглубокого склада ума, давно уже исчерпал себя. Нынешних спортсменов со школьной скамьи приобщают к науке. На интеллектуальном форуме ребята наравне со студентами обсуждали вопросы олимпийского воспитания, историю развития различных видов спорта в республике, роль физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения, а также коснулись социального партнерства молодежи стран ШОС и БРИКС. Для школьников, не представляющих своей жизни без спорта, интеллектуальный форум стал возможностью познакомиться в первую очередь с БГПУ, где готовят одних из лучших спортсменов в республике на своих спортивных комплексах. Стоит отметить, что многие победители интеллектуального форума изъявили желание поступить к нам. Я готовился, мы готовились все вместе с нашим классным руководителем, сидели, искали все в интернете, делали презентацию. Коллективная работа была у нас. В пединститут, наверное, потому что занимаюсь спортом, и он с уклоном, спортивным. Так. Без малых Олимпийских игр не бывать и большим. Церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи предшествовали малые Олимпийские игры в БГПУ. Все по-настоящему. И олимпийский факел, который несла чемпионка Оксана Савченко, и сборные с разных континентов, и веселье, и радость. Только сами состязания, в отличие от основных, не предусматривают разочарование проигравших, потому что состязания шуточные. Всех людей на свете, как и студентов разных вузов, объединяет одно – любовь к спорту. А эту любовь в себя вобрали самые яркие, самые красочные, жаркие твои Олимпийские игры в Сочи. Гордимся Россией. БГПУ – от студенческих стартов к олимпийским вершинам.